Завершающий день работы форума «Роль женщин в развитии промышленных регионов». Наши корреспонденты расскажут о мероприятии в прямом включении из Новокузнецка. В Нерюнгринском районе тем временем подвели итоги конкурса «Учитель года-2019». Кто одержал победу и защитит свой район на следующем этапе. Свежая продукция местных производителей, дегустация и мастер-классы. В столице региона проходит выставка-ярмарка «Рыба Якутии». Мы продолжаем эфир телеканала «Якутия-24» выпуском новостей. О событиях к этой минуте расскажут наши корреспонденты. В студии работает Василий Радченко. Здравствуйте. Роль женщин в развитии промышленных регионов. Сегодня в Новокузнецке Кемеровской области проходит завершающий день одноименного международного женского форума. Там сейчас работает наша съемочная группа на прямой связи со студией Александра Охлопкова. Александра, здравствуй, тебе слово. Добрый день, Василий. Да, сегодня в Новокузнецке заключительный день международного форума. В нем принимают участие женщины-лидеры из 16 стран и 40 регионов России. И, как говорит само название форума «Роль женщины в промышленности», здесь именно собрались руководители крупных компаний, передовики производства, лидеры именно промышленных организаций. Вчера прошло пленарное заседание, где приняла участие заместитель председателя правительства Российской Федерации Ольга Голодец, и отметила, что подобные мероприятия должны проводиться, именно женские мероприятия должны проводиться во всех регионах нашей страны. Также вчера в Новокузнецке по 25 площадкам прошли очень интересные, насыщенные сессии. Например, одноименная сессия «Роль женщины в промышленности» вызвала наибольший интерес, и в нем приняла участие председатель совета директоров компании «Колмар» Анна Севелева. Она отметила, что в компании работают 4000 человек, из них 850 женщин, а 180 из них работают именно в тяжелом производстве. А также были различные сессии, которые затрагивали именно темы здравоохранения, науки, культуры, образования. Василий? Александра, а кто еще из якутян, кроме Анны Цивилевой, принимали участие и в каких площадках участвовали? Да, действительно, из Якутии приехала министр предпринимательства и туризма Ирина Высоких. Она приняла участие в сессии культурного наследия, рассказала об опыте самого холодной точки мира, Аймекон полюс холода. Также, насколько мне известно, здесь в форуме принимают участие предприниматели из Якутии, Флида Габасова, общественники, это председатель организации «Деловая Россия», представитель в Якутии, точнее, Альбина Кычкина, и есть женщины из Нерюнгри. Василий? Да, Александра, огромное спасибо за информацию. А я напомню, что на прямой связи со студией была моя коллега, журналист Александра Охлопкова. Мы продолжим следить за новостями форума и держать вас в курсе событий. Другое мероприятие, посвященное женщинам, сегодня проходит в столице Якутии. 10-й республиканский форум девушек-лидеров собрал молодых активисток из более чем 10 районов. Главной целью форума стали консолидация и подготовка молодых лидеров женского движения в вопросах политики, общественной деятельности, социальной защиты и занятости. Мы узнали у одного из организаторов, как с этим обстоят дела в компаниях сегодня. Начнется форум с торжественного открытия, с пленарной части, и дальше уже участники смогут посетить переговорные площадки по таким направлениям, как семья, опора, счастье, основа предпринимательства, красота и здоровье, мир счастливых детей и международное сотрудничество. По итогам каждой секции будет принята резолюция, мини-резолюции, которые мы все озвучим на заключительной части, на пленарном заседании заключительном, где примем общую резолюцию нашего форума. Это у нас будет вектором дальнейшей нашей работы.
В Нерюнгринском районе тем временем завершился муниципальный этап конкурса «Учитель года». За победу боролись 10 участников. Кто прошел все испытания и получил почетный титул, в сюжете Екатерины Павловой. Как считают жюри и участники прошлых лет, конкурс «Учитель года» позволяет увидеть и сравнить педагогов и как под микроскопом рассмотреть себя в профессии. Участник попадает в экстремальную ситуацию, когда спрашивают с него, а не с кого-то, как привычно любому педагогу. Ты учишь и учишься сам. В этом и есть смысл конкурса. Это очень серьезная работа, это очень тяжелый труд, потому что, несмотря на то, что мы каждый день идем давать урок, как первый раз, и тоже большая подготовка, но это, конечно, очень ответственно, потому что я представляю не только себя, я представляю наше образовательное учреждение. Испытания конкурса прошли в несколько этапов. Открытое учебное занятие с его самоанализом, мастер-классы, разговор с учащимися на тему «Театр. Зеркало, в котором отражаются события и люди». На всех этапах учителя показывали свое мастерство, раскрывая тему в творческой форме. Любое движение вперед, оно дает саморазвитие. Даже если это движение, на твой взгляд, на мой взгляд, допустим, где-то я сделал что-то не так, то я начинаю, педагог, начинаю думать, что я сделала не так и как мне сделать это лучше, чем я сделала сегодня. Поэтому вот это саморазвитие, я считаю, очень хорошее, и самоутверждение. Ну и самое главное, это те педагоги, которые придут к нашим детям и покажут все свое мастерство, с которым они сегодня выступали. По окончанию 3 этапов конкурса было выбрано 6 финалистов, которые защитили образовательный проект и приняли участие в круглом столе. Компетентному жюри потребовалось немало времени, чтобы определить лучших. Каждый день конкурса был настолько насыщен, что не только конкурсантам, но и членам жюри приходилось нелегко. Ну а победителем муниципального конкурса «Учитель года-2019» стала Ольга Коваль, учитель русского языка и литературы школы номер 1. Когда-то ученица первой школы Ольга Коваль, приходя домой после уроков, играла в учителя. Девочке нравилось объяснять, писать что-то на доске. Выпустившись со школы, Ольга поспешила получить педагогическое образование в Северо-Восточном федеральном университете. Сегодня преподавательский стаж девушки 8 лет, и теперь учителя Ольги – ее коллеги. Чувствуешь этот вкус профессии, когда я уже начала работать в школе, общаться с детьми, это, конечно, бесценно. И вот здесь сейчас я уже понимаю, что это мое призвание, что в другой профессии я себя не представляю, только учителем. Конкурс в очередной раз гармонично соединил в себе праздник и экзамен, который наглядно позволяет увидеть состояние нашего образования, то, что изменилось за год и в каком направлении оно развивается. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Новый арт-объект под названием «Латунный острог» теперь украшает привокзальную площадь на въезде в столицу республики. Официальное название же проекта «Ворота Якутска». Когда запланировано открытие комплекса и как пришла идея запечатлеть Якутский острог, с автором проекта встретился наш корреспондент Дмитрий Тымыров. 5 месяцев ожиданий, 10 тонн металла и более 800 светодиодных ламп. И вот перед глазами жителей и гостей столицы возведен новый арт-объект «Ворота Якутска». Идея родилась в 2012 году в рамках городского конкурса среди архитекторов, художников и скульпторов на создание въездного знака. И идея была нахождена случайным образом во время эскизирования. Для строительства данного объекта, по словам автора, он специально заказал латунь высокого прочного качества, которая не поддается коррозии и воздействию погодных явлений. Это не обычный латунь, а марка называется «Ламш». Так что это самый крепкий латунь из латуней. Вся конструкция была привезена в Якутск из Екатеринбурга. Латунная труба, она около 6 тонн. Стальные крепежи около 3 тонн. И больше полутонны из нержавейки, это крепежные изделия, получается около 10 тонн. Данный проект в прошлом году стал победителем рейтингового голосования по отбору общественных пространств в рамках реализации федеральной программы формирования комфортной городской среды. В этом году архитекторы столицы также провели очередное голосование, по итогам которого еще 3 объекта столицы будут благоустроены в ближайшие годы. Первое место занял объект «Парк будущих поколений». Второе место занял набережная Романа Дмитриева. И 3-е место заняло благоустройство озера Талая, 2-я очередь.
Всего в голосовании приняли участие более 9 тысяч горожан. По первым 2 объектам в этом году будут сделаны проектно-сметные документации, а по третьему работы продолжатся. И, возможно, уже в конце этого года объект будет сдан. Вторую очередь надо заканчивать. Это основной объем работ. Будет благоустройство вдоль озера. Это велодорожка, пешеходная дорожка, места для отдыха, набережная. Это все должно быть закончено в 1 год. Латунный острог – это дань истории Якутска. Современный арт-объект каждый раз будет напоминать гостям и жителям столицы о том, как возникла столица самого холодного региона страны. Самая главная идея была в том, чтобы показать историю города в качестве символа въезда в город. И вот эту надвратную башню Якутского острога я пытался показать иным образом. На сегодня сам арт-объект полностью уже возведен, остались работы только по озеленению участка. Эти работы начнутся здесь буквально через пару месяцев. Но открытие самого комплекса примерно запланировано на май месяц. Дмитрий Тымыров, Георгий Григорьев, Якутск. А сейчас перенесемся в самый центр Якутска. В столице проходит выставка-ярмарка «Рыба Якутии-2019». Организаторы обещали как выставить на прилавке свежую продукцию, так и дать попробовать самую вкусную уху. Как в итоге организовали ярмарку на Комсомольской площади, нам расскажет наш корреспондент Юрий Осипов, который сейчас на прямой связи со студией. Ну что, Юрий, расскажи, как в целом проходит мероприятие и настолько ли вкусной оказалась уха? Добрый день, Василий. Уху мы еще не попробовали. Акция пройдет только в час дня. Сейчас на Комсомольской площади царит оживление. Начинается церемония открытия. Я напомню, что ярмарка проходит 3 раза в год. Это в марте, когда заканчивается подледная рыбалка. Это в октябре, под конец летней рыбалки. И в декабре участники привозят сюда рыбу под самый Новый год, после первый улов под самый Новый год. Участники выставки со всей республики привозят сюда свежую рыбу, мороженую, копченую. Участники традиционно участвуют на каждой ярмарке. Один из них Иннокентий Колесов из Устьянского района. В этом году он и на эту ярмарку привез сюда рыбу из Устьянского района. Здравствуйте, Иннокентий. Расскажите, что вы привезли гостям ярмарки? Мы привезли рыба-чир из Устьянского района, село Тумат. Жирный, хороший, самый свежий. И расскажите, как для вас проходит каждая ярмарка? Ну, каждая ярмарка проходит очень хорошо, погода тоже хорошо. Но люди все довольны, мы тоже. У нас цена низкая, поэтому народ радуется. И они привыкли уже каждый год ждать ярмарку, покупать. Вот как вы считаете, в чем плюсы проведения этой ярмарки? Ну, в чем плюс? Плюсов много. Мы работу сами показываем, как мы работаем в республике. Мы тоже помогаем детям, всем. И народ уже знает. Говорят, когда рыбу продаете, когда будет ярмарка. Спасибо большое, Иннокентий. Ну а я напомню, что сегодня в рамках ярмарки также пройдет мастер-класс по приготовлению стейка из строганины, стейка из осетрины, извиняюсь, конкурс осетрины, акция «Вкусная уха». Ярмарка пройдет сегодня до 6 вечера, также она будет проходить завтра с 10 утра и до 6 вечера. На этот час у меня все. Василий. Да, Юрий, спасибо. От себя же пожелаю, чтобы вы все-таки остались до 13 часов, не теряли возможности и все-таки отведали представленную кухню. Такой шанс выпадает не каждый день. А я напомню, что на прямой связи со студией с Комсомольской площади города Якутска был наш корреспондент Юрий Осипов. А у меня же на этом пока все. Оставайтесь на Якутия 24. Впереди вас ждет еще много всего интересного.